Грация, пластика, отточенная хореография и высочайшее актерское мастерство. В Казани стартует фестиваль, ставший брендом нашего города. Билеты на него были раскуплены в день их поступления. 27-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева открывается 14 мая премьерой Кармина Бурана или «Колесо фортуны». Этот спектакль «Мистерия» на музыку кантаты Карла Орфа в постановке балетмейстера Александра Полубенцева из Санкт-Петербурга обещает стать одной из главных сенсаций фестиваля. Ольга Морская узнала, какие еще сюрпризы будут ожидать казанскую публику и что ожидают от фестиваля его участники и организаторы. Пока на сцене театра проходят репетиции текущих спектаклей, но уже на следующей неделе начнется плотная подготовка к главному ежегодному событию балетного мира – международному фестивалю классического балета имени Рудольфа Нуриева. Солистке театра Алине Штейнберг выпала честь открывать фестиваль. В премьерном спектакле Кармина Бурана или «Колесо фортуны» у нее главная роль. Образ очень интересный на самом деле, потому что это судьба, это фортуна, которая, в принципе, все в ее руках, да, то есть она кому-то дает шанс, кому-то, наоборот, злой рок. В каждой сцене, в каждом куске у меня абсолютно разный образ. Этот спектакль «Мистерия» на музыку кантаты Карла Орфа в постановке балетмейстера Александра Полубенцева из Санкт-Петербурга обещает стать одной из главных сенсаций фестиваля. И солисты вот оперные принимать участие, это, конечно, любопытно. Хор будет и балет. То есть от солистов у нас еще не было. В мировой практике, по-моему, это вообще не существует. То есть мы являемся какими-то первопроходцами здесь. Еще одна премьера, которая ожидает зрителей фестиваля – балет «Золотая Орда» в постановке Георгия Ковтуна. Напомним, в марте этого года спектакль получил театральную премию «Тантана» в номинации «Событие года». И, конечно, не обойдется фестиваль без классических спектаклей «Жизель», «Спартак», «Дон Кихот». В «Байдерке» выступят солисты Мариинского театра Оксана Скорик и Ким Ким Ын, солистка кремлевского балета Джой Уомак. В «Лебедином озере» ожидается участие солистов театра Ковент-Гарден, Лондон и национального балета Дании. В «Жизели», например, будет танцевать Светлана Захарова с Вячеславом Полуниным. Это, в общем-то, наши звезды мирового балета. Она из Большого театра, он из театра Станиславского. Педагог-репетитор театра оперы и балета Луиза Мухаммед-Галеева работает над 3 спектаклями Нуриевского фестиваля – «Байдерка», «Золотая Орда» и «Спартак». На ней лежит ответственная задача – репетиции как с нашими, так и с иностранными танцовщиками. Редакции балета в разных странах порой отличаются, поэтому внедрение артистов в нашу постановку должно проходить максимально безболезненно. Если еще на Нуриевский фестиваль, как вот в этом году, попадает премьерный спектакль, вот как Кармина в этот раз, мне кажется, это вдвойне какая-то и ответственность, и плюс у нас в этом году приезжает еще Дортмунд балет, с которым мы не имели возможности познакомиться так вживую. Мне кажется, что этот фестиваль должен быть очень интересный. Международный фестиваль имени Рудольфа Нуриева откроется 14 мая премьерой Кармина Бурана или «Колесо фортуны». Он будет радовать публику в течение 15 дней. Завершится фестиваль по традиции галоконцертами 27 и 28 мая. Ольга Морская, Петр Шамбазов, столица.